Ингушские спортсмены продолжают очень успешно выступать на мировых аренах. Один из самых талантливых и перспективных борцов России греко-римского стиля Ислам Апиев снова подтвердил свой высокий уровень мастерства. На прошедшем первенстве мира по греко-римской борьбе среди юниоров наш спортсмен провел очень зрелищные схватки, не оставляя никаких шансов своим соперникам. Первенство мира до 23 лет, это, можно сказать, отлично, я не скажу хорошо. У ислама есть большой запас, куда нам расти. Если бы мы сейчас отлично отборолись, значит, у нас не такой большой был бы запас. Взрослый результат для нас очень важный, я думаю. У ислама из-за этого есть большой запас, мы будем сейчас работать. Этот Кубок мира для нас очень важный Кубок мира. Если ислам хорошо выступит, выиграет свои схватки, уже есть большие шансы попасть на Олимпийские игры. Успешными выступлениями отличились и наши юниоры. На прошедшем всероссийском турнире по греко-римской борьбе воспитанники спортивного клуба «Ади Ахмат» завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль. Руслан, расскажите про последние результаты наших ребят по греко-римской борьбе. Последний результат у нас выехали из спортклуба «Ади Ахмат» 6 спортсменов на всероссийский турнир. Этот турнир был значимый турнир для отборочной сборной России по греко-римской борьбе. У нас из 6 спортсменов 3 призеров, 2 чемпиона и 1 призер, бронзовый призер. Евлой Мухаммад стал первым, 87 килограмм. 77 килограмм Чучой Амирхан, первый, 82 килограмм Юлой Байсар, 3 место. По окончанию турниров, как правило, борцы берут небольшую передышку, чтобы восстановить мышцы и набрать оптимальную форму для тренировок. После этого сразу возобновляются занятия. Основной состав спортивного клуба «Ади Ахмат» находится на сборах и готовится к новым турнирам. Я знаю, Руслан, основной состав у нас находится на сборах. Да? Расскажите подробнее, где ребята, к каким турнирам они готовятся? Сейчас у нас проходит этап подготовки на Кубка мира. Там у нас на сборах Ислам Апиев готовится на Кубка мира. 26 у нас вылет в Тегеран. С 26 по 30 результаты, я думаю, будем в это время узнаем. Также у нас сейчас в конце месяца должен быть чемпионат Москвы. Там 6 ребят тоже там же будет у нас бороться. Цуров Зельмхан там будет бороться, вот, Чучоев, Евлоев, Батажев, но все остальные наши основные ребята там выступят. И это для наших спортсменов большой опыт уже среди взрослых бороться. Это не первенство, а уже чемпионат Москвы будет. Надеюсь, наберемся очень много опыта. Сегодня в зале спортивного клуба «Ади Ахмат» тренировочный процесс проходит с младшими юношами. В отсутствие своих более опытных спортсменов тренерский состав уделяет большое внимание каждому из этих ребят. Расскажи, как ты начал заниматься греко-римской борьбой и как ты вообще пришел в этот зал? Впервые мой старший брат привел меня. Я впервые тренировался у Хамхоева Алихана, там в зале в Сепцовский, фолк имени Бая Лидзаурова.
Там я начал занимался там 2,5-3 года. Потом я познакомился с нашим тренером Русланом Белхароевым. Он мне сказал, предложил, чтобы я пришел сюда. И вот с тех пор уже 4-5 года я уже тренируюсь здесь, в этом же зале. Насколько сложно было, когда ты только начинал? Сложно было, но там в Слепцовске не было таких вот напарников, там наработать что-то. Тут такая лучшая атмосфера была. Вот на сегодняшний день как у вас вообще проходят тренировки? Вот насколько сложные бывают тренировки и насколько у вас сильные спарринг-партнеры в зале? У нас есть наши братья, которые выступают на престижных турнирах. Вот с ними набираем опыт, вместе тренируемся. Вот с них беру я пример, с ними тренируемся вместе. И вот выезжаем на соревнования вместе. Арсамак, вот почему ты выбрал именно греко-римскую борьбу и как ты вообще начинал здесь? Начали тренироваться в марте этого года. Сначала я занимался вольной борьбой, потом я боролся на республике. Там я выиграл первое место, потом греко-римская борьба понравилась, сюда заступил. Насколько сильно чувствуется разница между вольной борьбой и греко-римской борьбой? Где было сложнее? Сложнее здесь тренироваться, потому что нагрузки большие, а вольный не так уж и сложно было. Не тяжело было адаптироваться на греко-римской борьбе? Все-таки нельзя делать проходы ноги здесь. Нет, я раньше тренировался в греко-римской борьбе, потом вольный заступил, 4 года там тренировался, сейчас в марте здесь тренируюсь. Если говорить про вашу тренировку, вот насколько сложно у вас тренировки бывают в этом зале, и все-таки с вами тренируются еще именитые спортсмены, да? Вот насколько тебе помогает, что ты тренируешься вместе с такими ребятами? Тренировки бывают сложные, когда Руслан бывает, всегда бывают сложные тренировки. Нагрузки он делает хорошие. Когда старшие бывают, Илой Мухаммад, Шойл Амир, Ислам Акбер, когда они бывают, сложно бывает тренировки делать. Вот тебя как-то мотивирует, когда ты тренируешься вместе с ними в одном зале? Да, мотивация бывает. Хочется быть как они, чемпионы. И какая у тебя цель вообще в греко-римской борьбе? Стать олимпийским чемпионом. После разминки спортсмены делятся на пары и приступают к основной части тренировочного процесса. Здесь борцам необходимо показать всю свою технику выполнения различных приемов и бросков. После отработки каждого из тактических элементов тренер дает указания, чтобы борцы немного отдышались. Но это не значит, что они садятся на ковер и отдыхают. Напротив, ни одна минута тренировки не может быть потрачена впустую. Вторая стадия тренировочного процесса – это борьба в партере. В подавляющем большинстве случаев в греко-римской борьбе попадание борцов в партер дает шанс одному из борцов получить баллы за прием. Поэтому отработка в этом положении очень важный процесс на каждой тренировке. Спортивный клуб Ади Ахмад именно в этом зале как нигде ощущается соревновательный дух. Усердные тренировки не особо полезны без грамотного тренерского штаба. Чтобы подойти к новому этапу в своей спортивной карьере в лучшей форме, борцам необходимо выкладываться на каждой тренировке и, конечно же, слушать своего наставника.
Иса, расскажите про сегодняшний тренировочный процесс, на чем делается акцент, что за тренировка? Так, мы сегодня большинство ставим акцент на партер по отработке стойки и партер. Дукаханс уже замабирждет подрастающее поколение, и мы надеемся в будущем, да, что клубе олимпийский чемпион, Арвугу, мир, Европа, Диал Кармади из Дариги. Мы надеемся, да. И вот президент Федерации Руслан Белохорой каждый день присутствует на тренировках, подсказывает нам, ошибки исправляет. Иса, вот насколько я знаю, наш основной состав находится на сборах, вот здесь тренируются начинающие спортсмены, да, вот на ваш взгляд, насколько перспективны ребята, есть ли у них шансы в дальнейшем успешно продолжить свою спортивную карьеру? Да, у нас вот основной состав на сборах, сейчас вот здесь ребята 2004, 5, 6, 7, 8 год. Да, я даже надеюсь, в будущем мы как-то планируем даже, что человек 10, 15, 20 даже мы надеемся, что вылезут даже. Есть опытные, есть среди детей есть. Мы их раскатываем на соревнованиях, чтобы больше опыта набирались дети, чтобы в дальнейшем уже взрослую борьбу, когда перейдут, чтобы там уже было легче бороться. Спортивный клуб Ади Ахмад был основан в 2014 году. За столь короткое время представители этого клуба успели принять участие на различных турнирах, в том числе и мирового уровня. На сегодняшний день в этом зале тренируются чемпионы России, победители первенств Европы и мира по греко-римской борьбе. В преддверии любых соревнований наши борцы проходят несколько этапов подготовки. Вначале спортсмены проводят сборы за пределами родного зала, где работают над функционалкой в течение нескольких недель. Ну а вторая часть подготовки продолжается уже в родном зале, где наши борцы работают над технико-тактическими действиями. Около 3 лет в этот зал я пришел, меня отправил сюда мой дядя, Белохорой Руслан Кураишевич. Он сам занимался борьбой, сам мастер спорта Республики Ингушетии. А тебе самому нравится греко-римская борьба? Вот что самое сложное для тебя? Я думаю, что самое трудное это когда, например, когда ты борешься, когда ты борешься, тебе нужно на эти 2 минуты выложиться на все 100%. И поэтому надо вкладывать в тренировку все свои силы.
Вот за эти 3 года ты участвовал на какие-нибудь соревнования? И какие соревнования ты больше всего запомнил? Республику. Моя первая республика произошла в Нестерской. Там я занял первое место. Соперники были очень хорошими, но я обошел их. Вот ты участвовал первый раз на республиканских соревнованиях, и с тех пор ты чувствуешь, что ты уже набрал опыт, хотя бы маленький опыт? Да, чувствую. И вот в будущем какая у тебя цель в этом виде спорта? Стать олимпийским чемпионом. Мой тренер Иса Аздеев, он очень помогает нам во время тренировок и особенно помогает во время турниров или соревнований. У него очень большая поддержка, и он очень хорошо тренирует. Все приемы он делает отлично. В отличие от вольной, в греко-римской борьбе запрещены проходы в ноги. Но от этого соревнования не становятся менее зрелищными. На тренировках можно часто увидеть красивые броски в исполнении борцов. Выглядит все это очень эффектно, и нередко на турнирах спортсмены прибегают к таким неожиданным приемам. Но лучше самому посмотреть и убедиться. Мы видим, что в греко-римской борьбе с каждым годом появляются новые лица. Радует и то, что в Ингушетии уже есть свои победители чемпионата мира, Европы и первенств планетарного масштаба. Но это для наших ребят далеко не предел. Завоевать звание чемпиона мира и Европы невероятно сложно, но еще труднее защитить его. И стремиться стать участником Олимпиады. Для того, чтобы завоевать заветное олимпийское золото, у наших спортсменов есть все необходимые качества. Бойцовский дух, упорство, настойчивость и мастерство. С каждой новой тренировкой в стенах родного спортивного зала борцы из клуба Ади Ахмат совершенствуют свои навыки и усердно готовятся к покорению новых спортивных высот.